Добрый день, уважаемое общество. И как бы я вот пришел именно вот прийти и найти справедливость. И обращаюсь также к президенту нашему, чтобы действительно, да, чтобы он как бы знал, какие вот эти. Уже 2,5 года я вот хожу, все инстанции пинаем, да, вот как бы с нашим адвокатом, то, что по невнимательности врачей 2 года назад, это в апреле 2020 года, мы пришли к врачу Рудаковой, который находится в 7-м микрорайоне, частный центр лазерной технологии. Как бы на прием мы зашли, она нас отправила анализы сдали крови, потом в аква, в детскую, там кроха, анализы, общие анализы были назначены на поджелудочную железу и на общий анализ крови. К ней пришли на прием, как бы она просмотрела и нас дала лекарство на лечение, чтобы поджелудочная железа лечить. 15 дней одно пить, потом 15 дней второе. И общий анализ крови. Ну, через месяц у него никаких эффектов не было, все, худел, он килограмма 4 потерял, пришли к ней уже где-то в конце апреля, в конце мая, где-то 28-го. И она опять же сказала, идите, продолжайте типа лечение, пускай соблюдает режим, но он у меня больно выглядел. И она просто отправила нас глухо, идите туда, обратно типа, лечение соблюдать. Через день я поехал в чувствую терапию к заведующей Светлане Ивановне. И она сразу определила, говорит, когда вы сдавали анализы крови. Мы говорим, месяц назад. Она говорит, покажите. Жена отправляет мне анализы крови через телефон, а там она определяет то, что там уже месяц назад сахар крови был 21. И она сразу проверяет, а у него 31, он в состоянии комы. Уже быстро госпитализируем мы его. И жена звонит этой Рудаковой, говорит, вы что не посмотрели-то? У него 21 был месяц назад, вы что? А вы мне не показали, типа того. Ну как это? Тоже это не вариант. Это не ее там, она хотела защититься, типа, то, что мы не показали, да, нас дураком она сделала. Ну и говорит, везите обратно, ну уже пацан уже в реанимации. Вот и все, 2 года вот туда по инстанциям пинаем, то это, то так нас. Ну, пришло вот в этом году, вот в марте мне пришлось уже обратиться к адвокатам Нурлана вот Такталиева, журналистам, стоп беспредел. Ну и как бы добились то, что следствие опять начало возобновляться. Ну как бы сейчас вот уже хорошо вот работает вот следственный отдел, вот под присмотром Асыла Тургумбаева, молодец, он как бы с марта начал все это выдвигать. И как бы какой-то сейчас идет процесс, как бы уже выявили, судмедэкспертиза дала, уже выявили то, что она как бы уже виновна, нанесение тяжкий вред здоровью, то, что за невнимательность. И то, что пацан у меня сейчас инвалид 1-й группы, в данный момент он находится сейчас на лечении в Джале, в больнице, вот, и как бы уже он инвалид 1-й группы как бы получил. А сейчас уже как бы следствие уже идет, и вот постоянно препятствуют вот эти адвокаты врача, начинают то, что она там болеет, то, что так, начинают угрожать следователю Анарбекову, там, мы вас вот так сделаем, мы так прокуратуру даем, там, типа того. А он идет по закону. Молодец, как бы, да, вот он идет чисто по закону. Ну, как бы так вот, я бы хотел бы обратиться еще раз, да, нашему президенту, чтобы он действительно вот, как бы, внимание обратил вот на этот беспредел, то, что со стороны вот врачей вот там, ну, как бы было по закону. Вот я этого вот обращаюсь к этому. А главе Минздрава вы не обращаетесь? Министерство Минздрава обратились. Они 2 раза сделали, там, типа, устное там, предупреждение, то, что вы больше как будто так не делаете. А я к ним приходил, говорил, ну как вы
считаете, то, что она должна ли была анализы крови смотреть или нет? Я, например, простой сантехник. Откуда я знаю, что там написано, норма? Ну, они начинают, вот, вы знаете там это. Я говорю, как это? Конкретно вы мне ответьте на вопрос, должна ли она анализы крови смотреть или нет? Если нас отправила именно УЗИ и анализы крови, как она не могла досмотреть? А потом уже говорит то, что мы потом, типа вы нам не показали, позже показали, видите, вот так вот. А в документах указано то, что в один день я сдал общие анализы УЗИ, именно в этот же день я сдал анализы крови, именно в этот же день я вечером взял анализы крови, в этот же день мы взяли. Она просто, типа, как говорит, что мы не показывали. Да, первый раз, когда вот следствие велось, да, вот первые нехорошие там следователи, да, они сыграли в ихнюю сторону, я не знаю, это мое мнение. Как бы они быстро дело закрыли, и второй также дело закрыт за отсутствие преступления, типа. И они не стали открывать нам, говорят, ну что вы, типа, вот я следователю верю этому Чукееву, он такой грамотный. Ну это врач тоже такой доцент, типа. Вот я им верю, я по моим словам, как бы они мне не поверили. Но я говорю, значит, я дурак, и мой сын инвалидом стал, первой группы. Я теперь всю жизнь должен как бы за ним смотреть, за этим ребенком. И всю жизнь должен на него, ну, лечение, да, вот, проходить. Да, и всю жизнь это будет ноша моя. Но эти врачи, как бы, да, вот я не знаю, ну, есть хорошие врачи, я не говорю за всех. Но этот человек, этот врач, она даже не хочет на себя взять ответственность, то, что она виновна. У нее, типа, честь, она доцент. А я простой крестьянин, типа. Получается, я дурак и сын инвалид. Ну, теперь вот я хочу именно действовать по закону. Они хотели по закону вначале. Они сказали, подавайте в суд. Я подал в суд. Но вначале, вот в эндокринологии, когда я его выписывал 2 года назад с эндокрин-центра, у него я принес все документы. Это вот Яна была там сидела, Алиева, хозяйка. И вот эта Татьяна Рудакова. Я сказал, мне нужен, вот как бы она сказала, надо купить инсулиновую помпу. Тогда 14 лет пацанам было. Купить инсулиновую помпу. Я им предложил. Купить инсулиновую помпу, она 250-300 тысяч стоит в России. И никаких вопросов к вам не будет. Они подумали, ну хорошо, ладно, потом начали, они говорят, вот нужны квитки туда-сюда, у нас там бухгалтерия. И поначали уже думать, вот я типа их как бы шантаж делаю. Я говорю, никакого, тогда, говорю, с вами никакого разговора нет, если вы не хотите. Тогда будем именно по закону. Это мои слова. А потом они сказали, по закону. Я говорю, как делать? Они говорят, подавайте в суд. Я говорю, хорошо. Это 2 года назад было. Я подал только через 2 года в суд. Ну, как бы в этот год. И через 2 года вот все, то туда, то сюда, их поддерживали все. Потому что они частная клиника. А я-то что, простой крестьянин. Не только мой ребенок вот сегодня вот по вине, да, по как бы невнимательности врачей может там оказаться в этой ситуации. Я хочу, чтобы действительно все родители, все, кто именно смотрели, да, контролировали за этими, да, вот, за процессом лечения, да. Тем более, когда обращаются в частную медицинскую центр. Да, я так думаю, что частный медицинский центр, да, то же самое, как государство, он должен всегда нести свою ответственность за каждый поступок. Я так думаю. Простой крестьянин, например, украл там картошку килограмм, его сразу посадят. А здесь тут врач по своей халатности, да, например, человек вот за него или без ноги остался, или вот такой инвалид, он всю жизнь будет на иголке сидеть. Это неизлечимо, да, я всю жизнь буду, и они даже не поймут, сколько я потрачу за это всю жизнь. А сейчас вот я сижу всегда и не могу парню своему сказать там слова такие, да, чтобы действительно пожестче, я уже боюсь что-то сказать ему. Эмоционально. Он эмоционально уже, да, как бы, и боюсь что-то сказать, потому что много кто. Ну, как-то так вот. Здравствуйте, я являюсь тетей. Вы знаете, он действительно для меня тоже мой ребенок, потому что он моя кровь, мой родной как бы племянник. В течение вот этих вот 2,5 года на него просто тяжело смотреть, потому что вот действительно из-за халатности наших врачей, да, вот
такое вот происходит. Потому что я знаю только не одного его, да, а вот я знаю многих вот детей несовершеннолетних, которые вот тоже то от ковида лечили, то от того лечили, а на самом деле ребенок, когда ушел в кому, тогда они только говорят, оказывается сахар, и уже все, ребенок инвалид получается. Также получается мой племянник. На него было, конечно, очень тяжело на него сейчас смотреть, потому что, вы знаете, он в таком состоянии ходит, он ходит вот как будто вот заблудший. Он сейчас ходит в школу, да, мы переживаем, постоянный контроль за ним, да, то, что вот как бы там что-то вот ему не сказали, он себя уже считает неполноценным, допустим, да, человек, он себя считает инвалидом, и что он ни в чем, как бы, знаете, вот, все уже. Он даже о своей жизни думает, я с ним всегда разговариваю, он даже не знает, как дальше, что будет. Я, допустим, боюсь, что на таких человек может даже что-то сделать. Мы постоянно за ним контролируем, мы смотрим, мы боимся даже ему что-то слово сказать, потому что ему не радоваться невозможно, не нервничать нельзя. Потому что у него сахар поднимается, то резко понижается, то он падает в обморок. Он дома несколько раз в обморок падает, даже когда мамы не бывает, папа на работе. Потом, когда мы уже когда он мне говорит, вот мне плохо стало, я не помню, что было. И я начинаю тоже звонить своей невестке, говорить, оказывается, вот так было, а у нее тоже, она на работе не может, у нее все руки трясутся, и каждый день все равно вот это вот очень, да, это, знаете, это очень тяжело. Это поймут те родители, у кого дети особенно, ладно, взрослые, но когда ребенок болеет, это хуже нету. И когда обращаешься за помощью к врачу, ты пришел за помощью, да, ты говоришь вот так, вот так. Она говорит, хорошо, назначает анализы, прежде чем назначить лечение. Но она не смотрит сахар. Ну, все врачи, насколько я знаю, они все смотрят сахар. Они говорят, уровень сахара вот такой-такой, да, нормально. Но здесь 21 сахар, как можно было не посмотреть и назначить лечение ему поджелудочной? Как так можно? Конечно, он за месяц чах. Вы не представляете, он когда приходил, он как лунатик стоял. Он качался, без конца он падал, спать хотелось. А невеста говорит, ты что, говорит, как наркоман ходишь? А мы видим, что он нормально, он всегда спортсмен. Он с детства борьбой занимался, знаете, вот. Как бы такого никогда в жизни бы вот, и мы думали, что же такое, почему вот так. Она опять пошла через месяц к врачу. Так она опять ее назначила, Какой диагноз она изначально поставила? поджелудочная у него, типа, понимаете, да, да, вот, что, мол, молодые вечером не спят, вот что вот интернет, надо ему спать, надо отдыхать, вот это все такое, что переутомление, якобы из-за телефонов, ну, конечно, это когда в таком состоянии ребенок, ну, мать-то слушает врача, что она советует. Она, конечно, не разбирается в анализах, не смотрит, потому что врач, она то, что врач говорит, она то и делает. Поэтому, знаете, как бы я считаю так, что каждый человек, вот и, допустим, врач, да, он, допустим, там считает себя заслуженным врачом, он должен нести ответственность. Тем более за детей. Дети – это наше будущее, да, мы надеемся на наших детей, как бы, да, и действительно должна быть правда. Мы какой пример это показываем. Вот она сейчас сама лежит в больнице, да, вот как говорит моя сестра, бумеранг никто еще не отменял. Это все приходит бумерангом. Поэтому надо всегда к этому, да, относиться вот действительно, если ты врач, ты должен относиться к своей работе. Если ты сантехник, ты должен относиться к своей работе хорошо. Вот, знаете, вот благодаря вот действительно вот нашему адвокату, да, мы добиваемся, да, вот стоп-предел, да, вот Акипресс, да, вот мы обращаемся, да, вот, чтобы нам помогли разобраться в этом деле. Просто они нас просто, вот знаете, вот как выкинули, как котят, сказали, идите, что сможете, то и делайте. Особенно вот это вот директор. Яна, да, она сказала, что вы цирк устраиваете, у меня есть мои юристы, мои адвокаты, которые, мол, вам не по силу. Но неужели так можно говорить? Нет, чтобы прийти и сказать, давайте мы решим и поможем вашему ребенку. Мы придем к одному решению. Если даже мы что-то где-то упустили, мы поможем и вместе решим. Действительно, ребенок, это как-то надо помочь.
Это не взрослый человек, чтобы мог себя контролировать. Но сейчас вот он у нас, допустим, вот постоянно мы его ложим в больницу. Он сейчас именно лежит в больнице. Но все равно на него очень тяжело смотреть, потому что сердце болит. Смотришь, вот вроде молодой, а как бы ему бы учиться. Да, вся жизнь впереди, а он уже инвалид первой группы. Вы представляете, он уже инвалид. Неизвестно, сможет он жениться, будут ли у него дети, вообще он сможет ли работать в дальнейшем. Переутомление, он будет падать в обморок. Он только будет вот на инвалидности, наверное, своей жить и все. Или вот, не знаю, хотя мальчик умный, я не знаю, как он сможет дальше жить. Это только он будет надеяться на родителей. Да и на нашу поддержку вот, родственников. Он приходит, мы стараемся его прибадривать, там, всячески, да, вот, поддерживаем. Поэтому, да, поэтому, конечно, я бы хотела бы справедливости, действительно, вот как мой брат уже 2,5 года бьется, хотела бы, конечно, попросить, чтобы в этом деле разобрались. Я чуть-чуть подытожу и объясню причину, почему мы решили прийти на пресс-конференцию. Потому что, на мой взгляд, на данный момент в следствии идет какая-то торговля между тем медицинским центром, врачом и следствием. Там ходят они, торгуются. Почему? Потому что с мая месяца у нас уже есть результаты анализов, заключения судебной экспертизы о том, что да, они подтвердили, из-за халатности врача было тяжкое, да? Нанесен тяжкий вред. Да, тяжкий вред здоровью. И что? И что с этого у нас идет? А ничего не идет. Мы заходим к следователю, следствию, нам обещают, вот, подождите неделю-две, и так мы дотянули до сегодняшнего дня. Мы у них спрашиваем, в чем дело? Почему вы следствие не заканчиваете? Они говорят, мы должны подойти к этому делу объективно и дать другой стороне. Хорошо. Но не столько же времени же. Уже сколько прошло? Уже С мая месяца. с мая месяца никаких движений нету. Полгода. Я чуть-чуть расскажу собственный взгляд со стороны, что происходило с этой семьей. На протяжении 2 лет родители, родственники своими силами пытались добиться правды. Писали заявление в прокуратуру, в милицию. И что? Ничего. Наоборот. Эту семью начали обвинять. Обвинять в том, что они якобы сдали анализы в крови, а потом не показали врачу. А врач поэтому сделал неправильное назначение. То есть вы сами дураки и сами виноваты. Хорошо. А зачем тогда она дала направление на то, чтобы сдать анализ крови? Для того, чтобы потом на это не посмотреть, что ли? До сих пор, вот мы сейчас, у нас судебное разбирательство есть, идет в Октябрьском суде. И там представители тоже имеют, не знаю, наглость ее назвать или... Да, представители той стороны, я не знаю, как это назвать, наглость или что, какое правильное будет слово. Они там же убеждают, что он сам виноват. Я говорю, ну извините, он сантехник, он в этом не разбирается. Более того, на протяжении 2 лет, как я говорил, он сам ходил, добивался правды, и следователи тоже в этом его убеждали, что это по его вине или по вине родителей. То, что они справку не предоставили. Да, но зачем назначать тогда анализ крови, если потом ты его не смотришь? Это какая-то глупость. И только благодаря тому, что Караду Кенжибаеву, руководителю «Стоп беспредела», он провел журналистское расследование, там, где в журналистском расследовании тоже показывают о том, что они обращались в этот частный медицинский центр руководителя Яны, где она также ему убеждает, что ничего не будет. То есть ей ничего не будет, и врачу тоже ничего не будет. Когда это все прекратится? Почему вот врачи, когда мы обращаемся в медицинский центр, к врачу, правильно было подмечено, мы ищем помощи. Более того, он обращается куда? В частный медицинский центр. То есть он не пожалел денег на это. И хотел получить качественное медицинское обслуживание. И что же он получает?
никакой ответственности за это лечение не несут. Наоборот, обвиняют, сделали его виноватым, точнее эту семью самих обвинили. Хотел бы еще чуть-чуть рассказать о том, что мы были вынуждены уже в гражданском порядке подать в суд. Почему? Потому что мы уже на следствие уже прекратили надеяться. И мой доверитель Камбаров Турган попросил, чтобы об этом знали госорганы, как с аппарата президента по делам детей, с омбудсмена, Лига прав защиты ребенка, а также Министерство здравоохранения. Ну, из них сейчас на судебное заседание только ходит как мониторинг судебного заседания, только представителя омбудсмена. И то не участвует. То есть из них никто не приходит. Что это означает? Что, нужно было ребенку умереть, что ли? Чтобы как-то наши госорганы отреагировали. Почему они на судебное заседание не ходят? Те государственные органы, которые призваны разрабатывать механизмы защиты детей. То есть реакция будет после того, как дети будут умирать. Так? Почему они не ходят на судебное заседание? Это же показуха получается, что вот, да, они занимаются. Но реальная работа не проводится. У меня все. Вопрос. Угу. Вот следствие, да, проводится уже. С какого момента началось? С 2020 года следствие, да, идет у вас? С 2020 года, да, я отдавал, а за это время уже 5-й следователь сейчас. 5 следователей поменялось. Да? За это время они запрашивали какую-нибудь комиссию врачебную по этому делу? Комиссию врачебную они первую, когда допросили, вот они, когда я сам отдавал. Ну, врачебные комиссии, как всегда, там за своих стоят, заграждают. Я же говорю, просто сказали, типа, предупреждение устное сделали. А когда судмедэкспертизу отдавали бумаги, да, вот на рассмотрение, следователь, тут было уже, наверное, я так думаю, мое мнение, как бы уже оговоренные вопросы задали какие-то судмедэкспертизе. Судмедэкспертиза только отвечала именно на эти вопросы, которые было задано. Ну, по существу дела я отвечаю. Да, а по существу то, что там не написано было, там, должна ли была она проверять анализы крови или нет. Если она не проверила, то даст ли этот, как бы, да, вот, вреду здоровья. Второй раз, когда взялись мои адвокаты, Нурлан, Ахлай там, и вот, когда они вопрос задали правильный в медэкспертизе, должна ли она была смотреть, да. А привлекло то, что ее невнимательность к ущербу здоровью, да, за это то, что она не посмотрела, за невнимательность привлекло к тяжкому вреду здоровью, то, что пацан понес инвалидность первой группы, сахарный диабет первой группы. 14 лет ему было, да, вот сейчас 16 лет. Это выявило, да? Да, Судмедэкспертиза Есть уже... халатность со стороны врача. Да, да. это есть. Ну, до сих пор с этой экспертизой... С мая месяца как бы экспертиза. Дело в том, что, я бы чуть еще уточню, дело в том, что сначала их обвиняли, да, по самих родителей, что они сами виноваты в том, что не показали врачу, а врач здесь ни при чем. Только с марта месяца, получается, когда вот начальник следствия у нас Асыл Тургунбаев, когда его следователь, да, тоже говорил о том, что ну тут же смертельного исхода нет, ну что в этом, да? Ну, типа того. Нету смертельного исхода, да, там не да. было. Что, говорят,